счастья. Это чувство радости и удовлетворения жизнью. Вдвойне счастлив тот, кто реализовал свои возможности, добился поставленных целей, а еще сумел создать большую дружную семью, где царят любовь и уважение. Все эти слова с полным правом относятся к нашему замечательному герою Ивану Ивановичу Горохову. История его жизни началась в самом маленьком северном городке России, Верхоянске, 75 лет назад, в студеный день 29 декабря. Здесь у Екатерины Петровны Гороховой родился мальчик Ваня, седьмой по счету и единственный выживший после 6 старших. Одно это предначертало необычайный путь его судьбы. В 12 лет матери не стало, но мир не без добрых людей. Мальчика приютила семья его близкого друга Павлика. В семье своих детей было 5, Ваня стал 6. Тяготы жизни закалили характер Ивана, он рано научился преодолевать трудности, отстаивать правоту и справедливость, качества, которые всю жизнь будут его сопровождать и способствовать становлению настоящего сильного человека. Отдушиной стала начальная школа, которой заведовал учитель с большой буквы Дмитрий Устинович Максимов. Его лекции о политической жизни в стране, жизни в республике и международном положении спешила послушать вся деревня. Благодаря Дмитрию Устиновичу ребята стали заниматься спортом. Самого яркого из мальчишек спортсмена-семиклассника Ваню Горохова премировали путевкой во всесоюзный пионерский лагерь «Артек», который стал настоящей путевкой в жизнь. Несмотря на плохое знание русского языка, отсутствие спортивной формы и обуви, Иван показал себя лучше всех. В международной спартакиаде, где принимали участие ребята, представлявшие социалистические страны, КУБ, ГДР и другие, он стал лучшим, вернувшись из Артека домой в Верхояне с 4 золотыми медалями. Встречали Ивана в Якутске как настоящего олимпийского чемпиона. Даже вышла заметка в самой популярной детской газете «Беленбол». После окончания школы в 1966 году, поступив в Якутский государственный университет на инженерно-технический факультет, Иван продолжил профессионально заниматься спортом. Он с благодарностью и теплом помнит всех своих учителей, которые дали ему не просто путевку в жизнь, но и стали настоящими друзьями и наставниками. На втором курсе Иван познакомился с хорошей, симпатичной девушкой Светланой, родом из Хангаласского района. Родилась любовь, которая привела к созданию замечательной семьи Гороховых. Супруга Светлана Еремеевна стала для Ивана Ивановича настоящим верным другом, обеспечивая ему крепкий тыл, поддержку, опору, подарив любимому мужу 2 сыновей и дочь. После университета молодого дипломированного специалиста распределили на стройку всесоюзного уровня, возведение цементного завода в Максоголовье. В 1971 году завод выдал первую партию цемента. В скором времени Горохова перевели в Покровск главным архитектором района. Под руководством председателя райисполкома Ефима Николаевича Васильева разрабатывали генплан развития поселка, начали возводить объекты социального значения, жилые дома, курган славы на берегу реки Лена. К 300-летию райцентра возвели при въезде знак Покровск. С должности председателя Покровского госсовета Ивана Ивановича направили в Вильнюс с заданием изменить облик города к его 350-летию. Так при Горохове возвели стадион на 3000 человек, ввели в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу Вильнюсского аэропорта, строившуюся не одно десятилетие. Начали строительство нового здания аэровокзала. В 1986 году Ивана Ивановича выбрали председателем Абыйского райисполкома. Белая гора тогда была новым поселком, построенным на пустом месте, без благоустройства. Пришлось молодому, но уже опытному руководителю заниматься канализацией, водоснабжением, строительством нефтебазы, возведением цеха крупнопанельных домов в серии «Арктика» и базальтового цеха в Белой горе. В сложный период развала страны Горохов, работавший первым секретарем Абыйского района КПСС, принял решение участвовать в первых альтернативных выборах в Верховный Совет. Административный ресурс отсутствовал, зато была народная поддержка. Тот 12-й созыв потом назвали легендарным, а время было тяжелое для всей республики. Только мудрость Михаила Ефимовича Николаева помогла консолидироваться, чтобы принять Конституцию новой
заместителя председателя Общественной палаты Республики Саха-Якутия, куда был избран в 2014 году. За 8 плодотворных лет работы Иван Иванович выступил автором многих инициатив, в том числе принял непосредственное участие в разработке стратегии развития арктических зон Республики Саха на период с 2020 по 2035 годы, имеющего за плечами колоссальный опыт производственника, руководителя, практика Ивана Ивановича Горохова хорошо знают по всей республике. На проводимых Общественной палатой мероприятиях, круглого стола, заседаниях, общественных слушаниях он открыто задает самые сложные вопросы, на которые не всегда есть прямые ответы. Знаю, если Горохов спрашивает, значит вопрос надо решать незамедлительно, ведь это не кто-нибудь, а тот самый Горохов, Иван Иванович. За заслуги в социальной